Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы проводим вторую дискуссионную площадку за 2 недели, посвященную выборам в 2023 году в парламент Республики Саха-Якутия. Выборы в Госдуму состоялись. Теперь следующий наш большой этап – это выборы Государственного собрания в 2023 году. Слово предоставляется Макарову Вячеславу Сергеевичу, члену фракции Коммунистической партии Российской Федерации. Пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. В последнее время, дорогие товарищи, у нас идет тенденция, или взяли за обязательство сокращение или оптимизация. И по большей части она, наверное, оправдывается тем, что не развитием, а именно нехваткой. И коммунистическая партия всегда ввиду этого борется за создание, наоборот, за создание рабочих мест и говорит о том, что прежде чем где-то сокращать или оптимизировать, нужно создавать и созидать, соответственно. И ввиду этого, конечно же, она выступает за оставление Государственного собрания в том же прежнем составе из 70 депутатов, считает его наиболее оптимальным. А возможно даже в дальнейшем при развитии нашей республики, увеличении его состава, как вы, наверное, знаете, во времена Советского Союза, Якутской автономной ССР, у нас представителей от народа было 160 человек. 160 человек, и эти 160 человек представляли именно рабочие коллективы, тех людей, которые работают на земле, и, соответственно, была возможность донести до того правительства те нужды, которым именно непосредственно нуждается та или иная промышленность в общем населении наше. Если немножечко помечтать, наверное, или высказаться ввиду работ наших министерств и ведомств, они в данный момент, конечно же, отвечает каждое министерство за свое направление, работает в нему. Я думаю, она и знаю в курсе всех дел, происходящих у нас и по республику, и работает в этом направлении. Но у нас сложилась такая тенденция, что вот как раз разработка законов, тех или иных подачи их, например, представление каких-то идей сводится в основном, можно сказать, к проектам, а не даже каким-то бизнес-планам или решению тех проблем. И одно из примеров, это, наверное, тоже можно принести из тех времен. У нас при каждом министерстве, ведомстве было свое проектное бюро. Сейчас об этом говорят на всех площадках, а это, можно сказать, из плановой экономики. Мы тоже сейчас при принятии нового бюджета придерживаемся именно плану, даже в той тенденции при его увеличении, чтобы ввиду и повышения, соответственно, дохода нашего бюджета и повышения цен оптимально сбалансировать его, и нам хватило решить те проблемы, которые решение которых было заложено именно наши планы. И при создании, например, тех же проектных бюро, которые работали бы при министерстве и ведомствах наших, тех, которые решают вопросы именно насущные, можно было увеличить состав на будущее, увеличить состав именно нашего парламента и представителей, например, общественных организаций или рабочих коллективов, которые, я уже повторюсь, знают свою проблему и могут донести, а уже компетентные и из этих состав комитетов уже конкретно работали, например, закреплены были за тем или иным бюро, где были привлечены лучшие специалисты не только тех ведомств и народные депутаты, но и представители университетов и различных предприятий, которые бы как раз работали на повышение КПД и как раз вносили предложения по оптимизации того или иного законодательства или его разработки.
Вот. Конечно же, сокращение состава депутатов, она, ничего хорошего не принесет. В данный момент даже из 70 депутатов при нашей величине, при огромности, не всегда тот или иной депутат может охватить именно все население, и даже не касающееся это какого-то законодательных проектов, а просто решение проблем, потому что Государственное собрание выступает не только как законодательный орган, а и еще контрольный. Как сказали мои коллеги, в данный момент у нас нехватка кадров, соответственно, и хромает его исполнение. Этого очень много причин. И малая заработная плата у руководящего состава, у простых специалистов, где большая текучка, например. Порой приходишь к тому или иному специалисту по тому вопросу, специалист молодой, и мы все понимаем, он многого еще не знает, хотя и специалист в этой, можно сказать, в этой сфере, но еще не освоился, говорит, что мне вот нужно немножко, я отработаю, и мы возьмемся и сделаем это. Но ввиду тех или иных причин приходишь буквально через несколько месяцев, и уже на этом же месте опять новый специалист. Причин много. Я думаю, тот состав, который сегодня работает, и даже те депутаты могут каждый сказать, что он не только работает по своему округу, он работает и по всей республике. Это и командировки, и ответы, и работа с каждым лично гражданином по тем или иным вопросам, и представление его и перед правительством, и тех министерств и ведомств. Вот. И ввиду этого, конечно же, Коммунистическая партия выступает за прежний состав, это деление на партийные органы, и, конечно же, это одномандатные округа, где уже представитель уже можно сказать, не все же у нас поддерживают, например, ту или иную партию, например, но хотят видеть, например, своего представителя. Также нужно оставлять. Тут, конечно, как ни говори, как ни разбирай, Государственное собрание – это часть одного целого. Соответственно, если нам реформировать Государственное собрание, значит, производить реформы и правительственные, и министерские, и все остальные, соответственно, как звучит одно из предложений Коммунистической партии, это правительство народного доверия. Порой говоря о кандидате, мы забываем, наверное, или даже о народе, мы забываем, кто такой кандидат избирается сегодня и кто такой народ. Забываем, что представительство нашей рабоче-крестьянской армии, которое большинство занимает по всем регионам нашей Российской Федерации, оно очень мало. И почему именно люди голосовали за Коммунистическую партию? Не потому, что нету графы. возможно, при появлении такой графы она бы, конечно, забрала голоса. Не взирая на партию Коммунистическая партия или ЛДПР, или Единая Россия. В первую очередь она голосовала, потому что там представителями конкретно из народа как раз та рабочая крестьянская армия, которая идет их представлять, их интересы и с их чаяниями решать их проблемы. Понятно. А я писала, Виктор Николаевич и Вячеслав Сергеевич, что за партию коммунистическую народ проголосовал именно из-за харизмы Грудинина, который ни на секунду, наверное, не оставлял наш регион просто без его интереса и так далее. Нигде. Но в 2018 году за него проголосовало 120 чем-то тысяч, 122, по-моему, да. А сегодня проголосовало 118 тысяч, например. Коррелируется цифра. И еще доказательство это того, что у нас продолжительность жизни увеличивается. И есть те люди, которые верят в те идеалы, и в этом ничего плохого нет. Не, нормально. Другое дело, что никакого эффекта для республики не было. Ушли, значит, в Иркутскую область эти голоса. Тут минус. Как в Иркутскую? Петр Револьдович у нас сидит на белом коне. Иркутск, и Левченко избрали там, по-моему. Магадан за них проголосовал. Евгений Александровна права, как раз насчет Грудинина. Конечно,
это принесло большое количество голосов, но Очень харизматичный человек. Почему? Тут играет не только харизматичность, а тут играет как раз его работа. Это человек, который на протяжении всей жизни работает на земле, который понимает, почему он до сих пор директор совхоза имени Ленина, потому что его избирает именно народ, потому что они видят, развивается, и таких предприятий на данный момент в 2018 году было зарегистрировано 200 народных предприятий, как раз Ассоциация народных предприятий Российской Федерации. Одни из предприятий – это Иркутская область, вот сейчас Левченко идет по партийному списку в Государственное собрание, который один из первых увеличил бюджет, придя на место, в 1,5 раза, наладив систему работы, как раз на основе именно плановой работы всего региона. Спасибо.